Наступивший 2022 год является годом выдающихся земляков Чувашии и годом культурного наследия народов России. 25 марта в России отмечается День работника культуры, а 27 марта – Всемирный день театра. Город Канаш является одним из культурных центров Чувашской республики. В городе работают дома творчества, художественная и музыкальная школы, кружки по интересам для взрослых и детей. Также в Канаше есть коллективы народного творчества, Чувашский народный хор, хор ветеранов и Чувашский народный театр. Мы встретились с коллективом Канашского хора ветеранов под руководством Ивана Кириллова. К нам эти молодые девочки очень ходят с большим удовольствием на занятия. Мы на занятиях занимаемся дыханием, отрабатываем прием дыхания, отрабатываем приемы вокального пения. Вот я уже говорил, что 30 марта мы едем в Чебоксары, а еще у нас 2 апреля должны состояться защиты звания народные. Вот, и мы там покажем тоже программу, хотим защитить звание народное. И накануне 9 мая мы делаем отчетный концерт. И мы тоже там будем выступать. Это будет у нас уже накануне 9 мая, я сказал. Ну, желающие видеть наш концерт, приходите к нам. Мы вас ждем. Ну, я начинал в районе, это было. Потом у нас с железнодорожниками я работал. У нас в клубе железнодорожников, у нас был железнодорожный клуб. Тогда директором был Андрианов Петр Константинович. Вот мы, у нас был ансамбль «Рябинушка». Вот я там начинал работать. Творческие задачи наши, вот мы должны во все республиканских смотрах, должны как бы постараться участвовать, побывать за предел республики нашей. Вот, и выезжать хотим, работаем, для этого и готовимся. Как образовывался хор, рассказала Альбина Климина, участник коллектива с 2010 года. С тех пор сменилось уже несколько руководителей, каждый из которых вносил большой вклад в развитие культурной жизни города. С ее слов начиналось все с открытия в городе Канаш Дворца культуры по инициативе Канашского вагоноремонтного завода в 1957 году, который затем в 1994 году был передан в ведение администрации города. Основателем хора ветеранов в 1998 году стала заслуженный работник культуры Чувашской республики Регина Явуленок. В 2001 году хору Министерством культуры было присвоено звание народного. Дворец культуры является центром доступной культурной деятельности. Здесь с 1998 года организован духовой оркестр, без которого не проходил ни один праздник, особенно День Победы и День железнодорожника. В 2011 году Регина Викентьевна, уйдя на заслуженный отдых, организовала во Дворце культуры детский духовой оркестр. С гордостью Альбина Климина рассказывает о развитии городского дворца культуры. В 2020 году здесь открыт новый отдельный кинозал. Самым крупным из очагов нашего города это вагоноремонтным заводом построен Дворец культуры в 1957 году. В настоящее время мы работаем с руководителем хора, с Кирилловым Николаем Ивановичем, который доступно старается до нас донести и ноты, и размеры нам нужно песен, старается, чтобы песни звучали по нотам, как положено. Я работаю с 2009 года хормейстером Народного хора ветеранов. За это время количественный состав у нас не изменился. Отрадно отметить, что девочки к нам приходят с большим удовольствием на занятия. На занятиях мы учимся правильному извлечению звука и правильному дыханию. На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с отделом полиции по городу Канаш, так как в нашем коллективе есть ветераны МВД. Мы у них выступаем на День пожилых и Международный женский день. В настоящее время мы готовимся к выезду в Чебоксары на торжественный вечер, посвященный 95-летию ветерана Великой Отечественной войны и члены Союза писателей Чувашской Республики
Александра Литвинова. Готовимся к подтверждению звания народной к отчетному концерту, который состоится в канун 9 мая. В хоре вот в настоящем я пою 7 лет. Но хочу сказать об истории. Наверное, и история нашего хора начинается издалека. В 70-м году я приехала в город Канаш по направлению работать на Канашский вагоноремонтный завод и сразу же пошла в хор. В то время был очень большой хор. И мне кажется, вот история поколений, каждый год, кто там руководитель был, какой хор. Но в конце концов, вот хор создался, хор ветеранов. Наш хор ветеранов очень отличный. Вы вот смотрите, у нас сколько здесь молодых женщин, можно сказать. Здесь пенсионеры, преподаватели, инженеры, руководящие работники. И все находят время, чтобы 2-3 раза в неделю обязательно прийти на репетицию. Репетиции, хочу сказать, в последние годы Иван Николаевич очень много делает для того, чтобы хор звучал. Он много времени уделяет вокалу, становлению наших голосов. Короче, может, я музыкально так и не скажу, как нужно, но нам очень нравится. Это нам помогает, и мы сами слышим, что наши голоса звучат лучше, слаженней, как настоящий хор. Выступаем по приглашению. У нас тесный, уже говорили, что тесный контакт с городским отделением полиции. Мы ходим в школы в порядке патриотического воспитания молодого поколения. Конечно, хотелось бы выезжать куда-то, как говорится, на гастроли. Но гастролей нет, поскольку обстановка ковидная не позволяла много. Хотелось бы, конечно, много. И хотела выразить, вот, может, руководство города, Дворца культуры будет смотреть эту передачу. Мне хотелось бы выразить, наверное, наше общее мнение. У нас очень слабые костюмы. Хотелось бы, чтобы их немножко обновили. И чтобы мы были покрасивее. Одним из самых талантливых участников хора был наш земляк, долгожитель, ветеран Великой Отечественной войны Арсентий Питеркин. Репертуар выбирает руководитель, но он всегда прислушивается к пожеланиям коллектива. Хор ветеранов участвует в конкурсах в Чувашии и Татарстане, получая заслуженные награды. Ты лети от Волги, от Урала, песня журавлиная моя. Облети весь свет, проживи 100 лет, но вернись в родимые края. Какая песня без баяна, какая зорька без росы, какая Марья без Ивана, какая Волга без Руси. Вот благодаря нашему уважаемому Ивану Николаевичу мы здесь собираемся, мы отдыхаем душой здесь. Мы очень довольны, что мы сюда ходим. Мы действительно дома оставляем все дела, но сюда регулярно ходим. И праздники мы отмечаем. И коллектив у нас очень хороший. Даже, и опять это благодаря Ивану Николаевичу. Его заслугам. Старается он, очень старается. Но мы иногда, может, не совсем оцениваем, но мы тоже стараемся, даже очень стараемся. И очень ценим его старания. Так что, если желающие есть, то приходите к нам, не пожалеете.
Еще один известный среди горожан коллектив – Чувашский хор. Үрігін, үрігіт пүрнеетваны мұрзем. Эбе Ольга Егорова ятлы. Савынзақ, хаваспақ, Чуваш халық хорне пилік шула яғын жүредеп. Халінде бір халық умнегларма Чуваш үррезен пухене ғадылет бір. Ку юры берен, үштағайын чегеш, юррам бұшланады. В январе 1991 года коллектив женщин изъявил инициативу создания хора, организатором которого была Тамара Герасимова. В мае 1991 года хору было присвоено звание «Народный хор Канаш». В 1993 году хор переехал в здание Дворца культуры. В настоящее время в коллективе насчитывается 17 человек. Также в преддверии Дня театра мы встретились с Чувашским театром Щамрыклых. Стать режиссером, это у меня мечта была, чтобы самой образовать такой коллектив, потому что я работала в районном доме культуры Канавского района, но тогда что-то не от меня вышло это звание народного. У нас есть там народный театр в Канавском районе, но тогда мы вдвоем как бы работали. А хотела, чтобы сама одна начать вот этот путь. Вот так получилось у меня. Первый спектакль мы ставили в 2002 году, посвященный драматургу, это Ефим Никитина. Эта пьеса была «Хевелян Хеведер», посвященная 90-летию. И от этого пошло у нас. Через 8 лет мы были вправе завоевать звание народного. Любовь к театру привел мне, это, думаю, деревня я росла, Малая Тугаева. Там у нас был заведующий клубом Никитин Виталий Алексеевич. Вот он привел. Мы репетируем тут во дворце в неделю 2 раза вот так. Вторник, четверг, кто хочет присоединиться к нам, пусть придут к нам. Наши выступления можно посмотреть во дворце. Сегодняшняя постановка, это дело происходит после войны. Как встречаем солдата, который был на фронте, и семья оказалась в тылу врага после войны. В 2015 году я окончила Ухманскую среднюю общеобразовательную школу, и, конечно же, я поступила после этого в Чувашский государственный институт культуры и искусств на специальность режиссер театрализованных представлений и праздников. 4 года я обучалась в этом прекрасном институте у самых лучших преподавателей, получила столько знаний, что решила вернуться обратно в свой любимый родной город Канаш и устроилась работать уже во Дворец культуры, а именно режиссером Народного театра. Именно в этом театральном сезоне, в 2022 году, у нас состоится премьера по пьесе Владислава Кириллова «Трофеила Таврыну». Спектакль на чувашском языке. Обучаясь в Ухманской средней школе, учительница чувашского языка и литературы Валентина Семеновна нашла во мне данные артиста и посоветовала уже поступать в Институт культуры. С малых лет я чувствовала себя на сцене очень уверенно и хорошо. Мне там нравилось, а особенно нравились аплодисменты зрителей. Поэтому я с малых лет хотела быть артистом. Вообще работа руководителя, она очень тяжелая в плане того, чтобы найти общий язык со всеми участниками коллектива, нашего творческого коллектива. Найти каждому подход, узнать настроение человека на сегодняшний день, с каким настроением он пришел к тебе на занятия, что он сегодня преподнесет тебе. И найти с каждым общий язык, узнать всю глубину души у этого участника, в этом и есть тяжесть руководителя. Но мы стараемся работать, с каждым дружить, о каждом хорошо все знать. И поэтому у нас такой сплоченный и дружный коллектив. Ставим мы цели такие, то что мы должны побольше пьес выпускать, больше радовать зрителей нашего любимого города Канаш, чтобы они чаще к нам приходили, а именно мы с ними устраивали маленькие встречи, может даже мастер-классы. И посредством этих спектаклей и мастер-классов мы их привлекали к себе в театр, чтобы они к нам тоже приходили. Данный спектакль «Трофеила Таврыну», он возвращает нас обратно в военные времена. В то время, когда солдаты, послевоенное время, солдаты начали обратно возвращаться к себе на родину, к себе домой.
Тут нашего главного героя Тимуш ждет его любимая жена, дочка его, ну и, конечно же, ждет еще один сюрприз, о котором Тимуш не знает. А именно, какой же сюрприз, вы можете узнать, придя к нам на спектакль, который состоится 21 апреля в 18:00 на сцене Городского дворца культуры города Канаш. Мы всех вас ждем. Приходите, и вы все узнаете. Наш коллектив несет звание «Народный». И каждый год мы составляем отчет и уже сдаем в Республиканский центр народного творчества город Чебоксары. За 3 года, вернее, через каждые 3 года мы подтверждаем это звание «Народный». И каждый раз, когда наступает месяц июнь, мы уже начинаем подбирать репертуар на следующий творческий сезон. И это, наверное, самая трудоемкая работа, когда ты начинаешь искать ту именно пьесу, которая подойдет для твоего коллектива. Но исходим мы из того, что какой год объявлен в России, какой год объявлен годом в Чувашии. Уже смотря на это, мы отталкиваемся и ищем подходящий спектакль, чтобы он подходил всем нам. Мне кажется, что на сегодняшний день зрителям нашего города Канаш больше хочется видеть на сцене спектакли комедии, чтобы было смешно, чтобы было весело. Потому что, сидя так долго на карантине, мне кажется, люди соскучились, и им было грустно. Поэтому я думаю, что им хочется больше видеть веселых спектаклей, которые проходили на одном дыхании. Возраст участников нашего коллектива это составляет 60+. И поэтому, когда наступил карантин, нас очень немного пошатнуло это время. А именно, участники немножко переживали насчет здоровья, насчет всей обстановки, которая у нас сложилась в нашей республике. Но, найдя силы, найдя вдохновение, мы все равно собирались в этот момент. Также продолжали репетиционный процесс, старались записывать видео, отрывки из спектаклей и также посредством видеороликов, посредством наших социальных сетей радовать наших зрителей, которые ждали также премьер и постановок. 2022 год в России объявлен годом культурного наследия, а в Чувашии – годом выдающихся земляков. И каждый раз нам говорят о том, что мы должны сохранять те традиции, которые есть у нас в городе. То, что мы эти традиции должны преподносить нашему подрастающему поколению и рассказывать им о нашей культуре, о чувашской культуре, о нашем языке, и чтобы они знали тех людей, которые продвигали наш народ, благодаря которым у нас есть такие выдающиеся люди в Чувашии. И каждый раз при выборе пьесы мы думаем, какие новые технологии, новые инновации можно внедрить, чтобы было интересно смотреть нашим современным зрителям. И уже через трудоемкий процесс это нам удается вовлечь какие-то новые инновационные моменты, технологии. И поэтому мы стараемся сохранять традиции, а также и вместе с инновационными технологиями делать наши спектакли более интерактивными, возможно, в некоторых моментах, более интересными и насыщенными. Как говорит один работник нашего Дворца культуры, нужно уметь играть, а именно быть артистом. А в ответ мне хочется сказать, но иногда нужно и выключать этого артиста, то есть перестать играть и быть настоящим и искренним. Поэтому тут есть тонкая середина, которой нужно уметь придерживаться. Конечно же, у всех театров, а также и у нашего народного театра есть будущее. Если, как я уже до этого сказала, мы будем вовлекать новые инновационные технологии, то наши спектакли будут интересны зрителям, и им будет интересно приходить вживую посмотреть на артистов, вживую посмотреть на те эмоции, которые они преподносят нам со сцены. Будущее есть, и оно за нами. В нашем городском дворце культуры есть великий художник, и я не побоюсь его таким назвать, потому что он мастер, настоящий мастер своего дела. И зовут его Валерий Андреевич Исаев. Он настолько вдохновляющий и
по-мастерски создает все те декорации, которые нам необходимы. И каждый раз, подходя к нему, я говорю: у нас такой-то, такой-то спектакль, нам нужны такие-то, такие-то декорации. И он настолько понимает тебя с полуслова, сразу же рисует схему, через некоторое время подходит, показывает тебе, мы говорим: да, все отлично, подходит, делаем. И буквально через неделю все эти декорации, которые вы можете увидеть на нашей сцене, уже готовы, которые играют на нашем спектакле, благодаря нашему художнику Валерию Андреевичу. Еще один немаловажный момент – это подбор, конечно же, костюмов, подбор твоего внешнего вида, твоей прически, твоей одежды, твоей обуви. Все эти тонкости зависят на нашем спектакле. И поэтому мы все вместе, всем коллективом садимся за круглый стол, обсуждаем, кому какая одежда подошла бы, кому какой платочек, синий либо красный, и даже решает цвет губной помады. И поэтому мы вместе со своим коллективом все это решаем.